студии Ольга Цгоева. О чем вы просили Вячеслава Битарова на встрече с гражданами в Алагирском районе и кто такие помощники главы? Эту программу в итоге мы начинаем. И сначала коротко о главном в этом выпуске. В соответствии с достигнутой договоренностью о консервации предприятия необходимо произвести выгрузку незавершенной продукции из оборудования. Сохраняем спокойствие. На электроцинке заработают 2 цеха, но ненадолго. Все ли в рамках договоренностей? В зал, где будет проходить большая пресс-конференция, уже не протолкнутся. Журналисты на своих местах. Очередь занимают за несколько часов. Путин ответил на вопросы журналистов. Наша съемочная группа работала на большой пресс-конференции и поделится впечатлениями. Где сопоставимость цифр? И кому верить в этом государстве? Бывшие сотрудники БМК бьются за свои права и деньги. Кто и, главное, как поможет получить честно заработанное? И будет ли вообще у этой истории понятный финал? Советский Союз еще был единый, могучий. Много детей приезжало со всех уголков страны. Большое наследие для маленьких россиян в упадке. Детские лагеря переживают трудные времена. Старые ветшают, а новых не строят. Кто подумает о детях? На сегодняшний день подготовлено 2 заявки на регистрацию бренда «Осетинский сыр» и «Осетинское пиво». Сделано в Осетии. Почему осетинские пироги – достояние всей страны, а адыгейский сыр – собственность только Адыгеи? Как доказать, что наше кулинарное все можно делать только у нас? Праздник ближе. Во Владикавказе открыли главную елку республики и порепетировали, как будут веселиться в новогоднюю ночь. Итак, снова электроцинк. Не успели на прошлой неделе отметить историческое событие. Новость об окончательном прекращении производства. Как в эту пятницу снова появилась тревожная информация. Разные интернет-ресурсы сообщили, на электроцинке заработали 2 цеха. Гидрометаллургический и Вельцех. Тут же появились комментарии, общий смысл которых мы так и знали. Нас снова обманули. Никуда электроцинк не денется. Такая реакция понятна. Противников опасного производства в республике десятки тысяч. К ним мы вернемся чуть позже, есть интересные данные. А вот что касается заработавших цехов, уже буквально на следующий день, в субботу, все выяснилось. Ситуацию прокомментировал генеральный директор завода Игорь Хадыко. В соответствии с достигнутой договоренностью о консервации предприятия необходимо произвести выгрузку незавершенной продукции из оборудования. В соответствии с этим 24 декабря будет произведен запуск 2 цехов. Это необходимый этап консервации. То есть еще раз 2 цеха запустят завтра. Работать они будут только некоторое время, чтобы выгрузить сырье. Сейчас на территории предприятия работает только котельная. Все. Единственная претензия, прозвучавшая после этого объяснения, почему людям не сказали заранее. Ну, чтобы они не вызывать того потока возмущения, который в итоге вызвали. Причем, получается, вызвали практически на пустом месте. Информационного вакуума, уверенно, активисты в этом вопросе быть не должно. Вчера же прозвучал комментарий пресс-секретаря главы Северной Осетии Теймураза Калисова. Он сообщил, что работы по консервации завода планируют завершить до 1 апреля следующего года. Отметил, договоренности между Вячеславом Битаровым и Искандаром Махмудовым остаются в силе. С 17 декабря на заводе «Электроцинк» начат процесс консервации производства. Процесс предусматривает несколько этапов. Как отмечалось ранее, одним из этапов является выгрузка сырья и незавершенной продукции, находившейся в обороте в момент пожара. Для реализации этого этапа с 24 декабря на заводе будет осуществлен временный запуск 2 цехов. Подробную информацию о ходе процесса консервации руководство предприятия планирует предоставить общественности в понедельник, 24 декабря. Консервация предприятия осуществляется в соответствии с достигнутыми соглашениями. О возобновлении производства речь не идет. И возвращаемся к данным, которые вчера опубликовала на своих страничках в соцсетях инициативная группа жителей Осетии «Стоп Электроцинк». Они провели в канадской лаборатории исследование волос 13 детей. Дети разные, одни живут в непосредственной близости от предприятия, другие в более благополучных с экологической точки зрения районах. Третьи и вовсе редко бывают в нашем регионе. Не сказать, что результаты исследования удивили, скорее подтвердили опасения. У 11 детей превышены показатели по содержанию свинца, кадмия, алюминия и мышьяка. Свинец у детей, которые живут рядом с электроцинком, это 10 из 13 человек, превышает верхнюю границу допустимой нормы у кого-то в 5, в 6, а у кого-то и в 17 раз.
Мы встретились с Фатимой Березовой. Это ей принадлежит идея провести независимое исследование за пределами страны. И вот что она нам рассказала. Я стала интересоваться, искать информацию. И информация была очень разная. То есть какие-то статьи о том, что вообще здесь экологическая катастрофа. Кто-то говорил, что все это очень утрировано. И вот, как и большинство из нас, я оказалась в каком-то потоке информации разноплановой. И непонятно было, где вообще истина во всем этом. Я подумала, почему бы нам просто простым людям, не политикам, там, не каким-то деятелям политическим, почему бы нам, простым людям, не собраться своими силами, собрать средства и провести самим эти исследования. Несколько было лабораторий на примете, но остановились на канадской, потому что Канада нейтральная страна, это не США, в общем, к ним доверия больше. И я не претендую на какое-то масштабное исследование, да, это просто то, что вот мы смогли сделать сами. И вот, даже на этой маленькой группе детей пока вот результаты такие. То есть 10 человек, которые живут возле электроцинка, у них у всех превышение. 3, которые живут не рядом, 2 превышений нет, они живут подальше, и у 1 они меньше, чем у детей из этой красной зоны. Вот как-то так. Просто, мне кажется, это та информация, опять-таки, не претендуя на какое-то глобальное исследование, не делая никаких громких заявлений, просто это та информация, о которой, наверное, должны знать жители нашей республики. К другим темам. Пострадавших при пожаре в Октябрьском молодую женщину и ее 9-месячную дочь вчера отправили на лечение в Москву. Им обеим нужна срочная высокотехнологичная медицинская помощь. В аэропорт Владикавказ еще днем прилетел спецборд МЧС. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, суперджет оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Позже, когда уже стемнело, пациенток доставили на борт. В полете их сопровождали специалисты Центра Спаса и Всероссийского центра медицины катастроф. В Москве пострадавших доставили в Центр хирургии имени Вишневского и детскую городскую больницу номер 9. Как пояснил министр здравоохранения Республики Тамерлан Гагичаев, со столичными клиниками есть договоренности. В больницах обеим пациенткам окажут помощь, которая в республике пока недоступна. Решению консилиума докторов КБСП прошло экстренное совещание, в том числе по вопросам оказания медицинской помощи. Мы связались по телемосту с клиникой имени Спиранского, столичной клиникой имени Спиранской, это детская больница, где достаточно хорошие серьезные специалисты в области оказания помощи при ожогах. Данные специалисты готовы принять девочку на дальнейшее лечение в столичной клинике. Вопрос на данный момент решается на уровне административных, юридических, правовых моментов, но я думаю, что этот вопрос будет решен. До вчерашнего дня за жизнь пострадавших боролись врачи Владикавказской клинической больницы скорой помощи. Там же с ожогами в состоянии средней тяжести остаются еще 3 человека. Один из них – ребенок. Все они члены одной семьи, которая жила в той самой квартире, где произошел пожар. В пятницу их навестил глава республики, предложил всю необходимую помощь и распорядился отремонтировать пострадавший от огня дом. Напомню, трагедия случилась в четверг около полудня. Очевидцы предполагают, что в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Именно он стал причиной пожара. Такой взрыв произошел, что аж стекла полетели до огорода нашего. И выбежали, и женщина с ребенком в окно кричит, и мы взяли ребенка, и потом через минут 10 начал уже гореть. И к тому времени подъехали пожарные и потушили все это. Площадь возгорания, по оценкам сотрудников МЧС, составила 40 квадратных метров. В причинах разбираются дознаватели испытательной пожарной лаборатории. На этой неделе в арбитражном суде республики должны были рассматривать дело о преднамеренном банкротстве Бесланского маисового комбината. Скажу сразу, не рассмотрели, перенесли. Теперь вернутся к делу только в новом году. Его объявили банкротом. В 2014 году без работы и в ожидании так и не выплаченной зарплаты остались сотни людей. Кстати, сколько точно, не ясно. По одним данным около 500, по другим 260. Сумму долга прежним
тоже не мешало бы уточнить. Это либо 67 миллионов рублей, как утверждают сами бывшие работники БМК, либо 24 миллиона, как об этом говорит конкурсный управляющий. Словом, задача со многими неизвестными, темными хитросплетениями и размытым финалом. Единственное, что остается очевидным – люди ждут своих денег, намерены дождаться. Мой коллега Николас Джоев поговорил и с бывшими работниками комбината, и с нынешними его владельцами, и с другими заинтересованными сторонами. И готов рассказать, с чего все начиналось, чем, возможно, закончится грустная история некогда крупнейшего в Европе маисового производства. Наталья Басенко показывает, где раньше был вход на родное предприятие. Еще молодым специалистом после университета в 2000-х годах она пришла на Бесланский маисовый комбинат. Проработала в цехе контрольно-измерительных приборов и автоматики более 10 лет. Здесь, кстати, познакомилась с мужем. Сейчас с грустью вспоминает, каково было работать на крупнейшем предприятии республики. Начиналось все хорошо. Была стабильная работа, были отпускные, была продукция. Были поставки нового оборудования. Потом у нас произошло вот такое, что нам стали задерживать зарплаты. Сначала 2-3 месяца, потом больше. Супругам на двоих 800 тысяч, около 800 тысяч. И такие задолженности по зарплате у большей части сотрудников БМК. А Заходова в прошлом исполнительный директор завода. Много лет ведет неустанную борьбу за то, чтобы людям выплатили заработанные деньги. Рассказывает, все началось в 2011 году, когда неожиданно сотрудникам объявили, что завод закрыт. Людей переводят на 2/3 зарплаты. Спустя 2 года предприятие и вовсе признали банкротом. А в середине 2014 года уволили всех сотрудников. Это более 300 человек. Но Заходова уверена, причин для закрытия предприятия не было. Как только мы вышли на оптимальные параметры по выпуску продукции, нас почему-то остановили. Люди были в недоумении в полном. Потом выяснилось, что налоговая наша подала на нас на банкротство. Грубо говорю, цифры за 2,5 миллиона долга. 2,5 миллиона – это мизерная сумма. Из-за этого это нереально. Как это можно остановить такую махину из-за 2,5 миллиона задолженности? Россельхозбанк своими кредитами незаконно выданными выдал из бюджета, вывел незаконным путем эту сумму. Вот где сопоставимость цифр? И кому верить в этом государстве? У нас одна надежда сейчас, что глава, который сейчас оказывает нам непосредственно участие в разборе вот всего происшедшего с комбинатом, пытается помочь людям получить свои зарплаты. Вот еще раз говорю, у нас надежда только на него. Сумма кредита, которую Россельхозбанк выдал БМК, колеблется в районе миллиарда рублей. По словам Заходовой, эти деньги до предприятия так и не дошли. А куда в конечном итоге делись, сегодня не знает никто. Утверждает, что они были перечислены на счета фирм-однодневок, которые в свою очередь в качестве залога предоставили банку имущество Бесланского маисового комбината. После объявления БМК банкротом на заводе ввели внешнее управление. На протяжении 5 лет на заводе сменилось 4 конкурсных управляющих. За это время имущество предприятия, оцененное в свое время в 1 800 000 000 рублей, попросту разграбили. Например, сотрудники уверяют, что с территории завода пропало 85 железнодорожных цистерн на сумму более 46 миллионов рублей. Остатки имущества в итоге ушли с молотка за 50 миллионов рублей. При этом БМК остается должен своим бывшим работникам десятки миллионов. Чем будет расплачиваться, непонятно. На сегодняшний день заработная плата составляет 65 миллионов. Реестр не сформирован. Этим у нас сейчас занимается конкурсный управляющий. Также не внесены ни текущие платежи, реестровые. Реестровые текущие платежи, если они сформированы, то есть по ним невозможно осуществить выплату, правильно? Да, конечно. Да, конечно. По ним невозможно. Надо собирать все сведения и подводить итог. Предприятие не всегда было проблемным. Построенное в 1932 году прошлого века, завод был самым крупным комбинатом в Европе по переработке кукурузы. Обеспечивал СССР крахмалом, патокой, глюкозой, всеми производными маиса. Продукция завода поставлялась даже на Кубу и в Монголию. Территория предприятия занимала 30 гектаров, а производственных площадей было почти 40 000 квадратных метров. Сотни тысяч тонн кукурузы перерабатывает комбинат в десятки ценнейших продуктов.
Сейчас предприятие выглядит иначе. На территории работает тяжелая техника, здания идут под снос. Большая часть имущества комбината находится в собственности спиртзавода «Ариана-С». Руководитель предприятия Артур Гаглоев рассказал и показал, что сейчас стало с некогда огромным предприятием и что там построят в будущем. Ну, вы, наверное, расскажете нам, что сейчас происходит с заводом БМК, что на его территории, какие перспективы? Ну, на территории БМК происходит, что, ну, я думаю, вы видите, в каком плачевном состоянии завод находится. Вот сейчас мы с чего начали с того, что начали восстанавливать вот элеватор. Тут достаточно большой элеватор. Элеватор помещает в себя 55 тысяч тонн зерна, кукурузы. И, то есть мы вот сейчас его полностью восстанавливаем. Бывших сотрудников БМК мы будем также набирать на этот же элеватор, кто тут работал. И пока только вот это. Так в планах, конечно, есть развитие самого БМК. Это глубокая переработка кукурузы, пшеницы. Но это достаточно такой дорогой проект. Без государства мы, наверное, его не сможем сделать. Само собой, сотрудников вы тоже будете набирать? Естественно, будем набирать. Тут предприятие достаточно большое. То есть вот при тех мощностях, каким планируемые мощности, тут будет не менее 300 человек работать. Ну, приблизительно столько же, сколько и работал до этого. Ну да, в принципе, да. Может быть, там процентов на 10-20 меньше, потому что это будет уже оборудование совершенно другое, там оно будет новее, современнее. Но если будущее предприятия более-менее прояснилось, непонятным остается вопрос с зарплатами сотрудников. После многочисленных пикетов и акций протеста дело под личный контроль взял глава Северной Осетии. По его поручению перед правоохранительными органами была поставлена задача проверить, не было ли преднамеренного банкротства комбината. Но учитывая, что были нарушены права граждан, мы стали работать вместе с конкурсным управляющим. Одна из форм решения – это нам нужно было определить, где найти деньги. Естественно, первая задача была определить, кто виновен в банкротстве. БМК – огромное предприятие, его можно было ликвидировать, не прибегая к процедуре банкротства. Для этого мы должны были выявить, кто нарушил закон, кто это сделают. И, естественно, в ходе расследований, которые еще были проведены до нас, были привлечены к уголовной ответственности и Будаев, бывший генеральный директор, и исполняющий обязанности генеральный директор Парастаев, и главный бухгалтер Гатагонов. Мы связались по телефону с нынешним конкурсным управляющим БМК Григорием Юном. По его словам, ему удалось найти подставные фирмы. Через них выводили деньги, которых БМК не брал, но почему-то остался должен. Также выяснилось, что несколько зданий, которых нет на территории предприятия, есть на бумаге. Под них даже получали кредиты. Конкурсному управляющему предстоит сформировать и реестр должников и определить итоговую сумму задолженности. Если арбитражный суд признает банкротство предприятия преднамеренным, то будет возбуждено уголовное дело в отношении организации, участвовавших в банкротстве Бесланского маисового комбината. Это, в свою очередь, обяжет виновных исполнить долговые обязательства по зарплатам. Но когда это произойдет, неизвестно. Заседание суда перенесли на начало следующего года. И как надолго затянется процесс, тоже непонятно. Николай Джоев, Сергей Дидикаев, Батрас Бесолов. Для программы «В итоге». На этой неделе Вячеслав Битаров побывал в Алагирском районе республики, встречался с жителями Црау, Рамонова, Алагира, Феогдона. Говорили о газификации горных сел, о том, что нужны новые дороги, а еще о том, что молодежи нечем заняться ни работой, ни досуга. Жители Феогдона обратились к главе с просьбой привести в порядок место-стадион. Вячеслав Битаров объяснил, в 2020 году объект внесут в федеральную программу реконструкции. Жители района также беспокоят вопросы нехватки рабочих мест и состояния святилищ. Отдельной темой обсуждения стал вопрос состояния дорог. Вячеслав Битаров заверил собравшихся, что уже в следующем году планирует отремонтировать участок дороги Нзуарикау-Феогдон. Проложить новую пообещали и в горный Нзуарикау. Еще на встрече говорили о развитии туризма в республике, а вот один на всех вопрос – качество водоснабжения. Чистота питьевой воды в Алагире все еще вызывает вопросы, в других селах ее не хватает. Как будут решать проблему, мы спросили у министра ЖКХ республики Майрана Тамаева. В Куртатинском ущелье пару источников есть, сделать там заключение, утвердить запасы воды, и оттуда мы, чтобы подали со стороны источника ЛАЦ до Феогдона
и вот рядом с Феогдоном маленькие села, и сам Феогдон, чтобы были обеспечены водой. А вот тот больший объем, а мы думаем, что там мы найдем 30-40 тысяч кубов в сутки, чтобы мы Феогдонское направление соединим с Гусарой, и через Гусару эти существующие водоводы мы подадим дополнительную воду на равнинные села, это и Дзорикау, это и Свадаг, это Бирахзанг. Состояние сетей водоснабжения самого города Алагир никакая. Практически 100% износ. В целом, конечно, за 1 год это не будет, но 2-3 года мы считаем, что мы разрешим этот данный вопрос. Кстати, решать проблемы людей на местах и держать руководителей региона в курсе этих проблем теперь будут и общественные помощники главы. На этой неделе Вячеслав Битаров вручил им удостоверение. Появилась эта система в республике недавно. Помощников выбирают в каждом городе и селе сами жители. Потом от каждого района есть координатор и, наконец, руководитель этой общественной сети. Им стал Константин Таучелов. Всего в республике сейчас 130 помощников. Их задача не только оперативно доносить до главы вопросы, которые волнуют людей. Они должны активно взаимодействовать с чиновниками на местах, анализировать реализацию госпрограмм и проектов, докладывать главе об их эффективности. Обратная связь тоже в функциях помощников. Они будут информировать людей о том, что сделано по решению их проблем. Добавлю, у представителей новой системы довольно широкие полномочия. Они могут запрашивать информацию в органах власти, участвовать в заседаниях. В общем, институт общественных помощников должен стать мостом между чиновниками и людьми. Получится в итоге или нет, посмотрим. Пока не получили удостоверение, рассказали о своем видении работы, а Константин Таучелов поблагодарил главу за оказанное доверие. Вячеслав Битаров подчеркнул, надеется, что работа помощников будет эффективной. Вы непосредственно общаетесь и должны общаться с народом и знать мнение изнутри, так сказать. И я хочу через вас выстроить обратную связь с населением нашим, с каждым населенным пунктом. И оперативно я хочу иметь информацию, оперативную в том числе информацию, от каждого из вас по той или иной проблеме в каком-то из населенных пунктов. В четверг с журналистами встречался президент страны Владимир Путин. Уже в 14-й раз отвечал на вопросы, шутил, брал проблемы на карандаш. Журналисты тоже приехали кто зачем. Одни хотели высказаться и быть услышанными, другие надеялись решить наболевшие проблемы. Третьи приехали себя показать и набрать побольше лайков в соцсетях. В общем, цели у каждого были свои. Наши ребята тоже отправились на встречу с главой государства. Вообще североостинская делегация представляла 4 СМИ. Мы тоже, конечно, хотели задать вопрос. Нас интересовало, насколько, по мнению президента, безопасен Кавказ и пора ли снимать блокпосты между республиками. Или все же повременить. Спросить не удалось. Вообще за всю историю пресс-конференции случаев, когда журналисты из Осетии привлекли к себе внимание, раз-два и обчелся. Кстати, 3 года назад нашим коллегам удалось задать президенту за одну пресс-конференцию аж 2 своих вопроса. В этот раз мы в основном смотрели и слушали. Рассказывать подробно, о чем шла речь в 4-часовом разговоре, не будем. Коллеги из федеральных СМИ так уже под микроскопом рассмотрели каждый вопрос и каждый ответ. И уже успели все всем рассказать. Мы немного о другом. О закулисье и впечатлениях. С репортажем из столицы Марат Гугаев. Они отбирали вопросы, спорили, обсуждали. Большая пресс-конференция – настоящий шанс для журналистов. Показать себя, решить проблему, просто пообщаться с главой государства. Такое тоже не каждый день бывает. Многие приехали в Москву утром, мчались сюда, в центр международной торговли, прямо с поезда и с самолета. Нервничала, переживала, не спала и встала раньше обычного, наверное, сегодня. Но, естественно, вчера весь день провела в поисках красной рубашки. Я сделала вывод, что те, кто в красном, шансов все-таки больше. У вас, кстати, тоже хороший шанс, у вас красный микрофон. В кулуарах дикий ажиотаж. В ожидании президента фотографируются, обсуждают вопросы и спорят, кто же в этом году победит в конкурсе табличек. Путин «Щука». Такой плакат обратил на себя внимание едва ли не всех. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович любит отдыхать у нас в республике Тыва, приезжает часто, рыбачит. И помните тот ажиотаж вокруг первой выловленной щуки? Вот как раз к этой теме я и сделала плакат.
В этом году журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Владимира Путина, попросили заявлять о себе на табличках не больше альбомного листа. Поэтому информация на плакатах стала более емкой. Журналисты из Северной Осетии тоже здесь и тоже подготовились. Некоторые из коллег на пресс-конференции впервые, признаются, очень переживают. Так как я представляю Северо-Осетинский информационный портал «15 регион», поэтому я, соответственно, с теми нормами, которые можно, я взяла небольшой такой плакат, чтобы как-то привлечь, возможно, внимание. Для журналистов создали все условия. В буфете чай, кофе, закуски. Среди обычных бутербродов и пирожков с капустой наши национальные осетинские пироги. Любимое блюдо президента теперь отведали и журналисты со всего мира. Мы проводим это мероприятие уже много лет подряд, и исходя из практики, это блюдо всем настолько полюбилось, что мы не можем его убрать из меню. В приготовлении этих пирогов участвуют мастера из Осетии под контролем с любовью шеф-повара комбината питания «Кремлевский». Коллеги делятся опытом, анализируют, прогнозируют. И пока не захлестнули эмоции, сходятся во мнении. Журналистская этика превыше всего. Вскакивать, кричать, там махать руками не собираюсь. Но знаете, вот это иногда вот удивляет, когда начинают вести себя журналисты просто некорректно. И по отношению к главе государства, по отношению к своим коллегам, кричат, там, шумят, думают, что это... Но держать себя в руках журналистам сложно. Все знают, что надо будет сильнее кричать, а чтобы сесть на первые ряды, заранее занять все подступы к залу. В зал, где будет проходить большая пресс-конференция, уже не протолкнуться. Журналисты на своих местах. Очередь занимают за несколько часов. Главное – прорваться вперед. И вот двери открываются. Правило простое. Где успел, там и сел. За минуту до начала все как один направляют свои смартфоны на дверь, из которой появляется глава государства. Журналистов, которые зададут вопросы первыми, выбирал пресс-секретарь президента. Такое правило. Это репортеры, которые сопровождают президента в поездках и знают детали его работы. Владимир Путин шутит фразой из Грибоедовского «Горе от ума». Ну как не породеть родному человечку? Больше вопросов о состоянии экономики страны. По словам Владимира Путина, России необходим прорыв. Нам нужно войти в другую лигу экономик. И не только по объему. Я думаю, что занять 5-е место по объемам – это вполне по силам. У нас в одно время мы занимали 5-е место по объему экономики по паритету покупательной способности. О взаимоотношениях России на международной арене, казалось, спрашивают все. Это и грядущие санкции США, натянутые отношения с Великобританией и мирный договор с Японией. Репортер украинского агентства «Униан» Роман Цымбалюк – постоянный гость больших пресс-конференций. Мои коллеги мне говорили, лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет? Но не тут-то было. Украинский журналист буквально атакует президента неудобными вопросами о войне на Украине и о захвате украинских моряков в Черном море. Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которые они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут. Мирные причем, мирные. А вот журналистка американского издания Wall Street Journal спросила, правда ли Владимир Путин хочет править миром. Знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов. Главный личный вопрос Путину, над которым ломает голову вся страна, задает корреспондент Live. Президент не растерялся и в своей привычной манере отшутился. А когда вы женитесь? И на ком? Это совсем разные вопросы. А вы женаты? Да, не он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное.
Часто Владимир Путин сам давал слово журналистам. Президент хочет знать, что волнует российские регионы напрямую. Газификация, выборы, воспитание молодежи, спорт и лен. Вопросов много. То, насколько глава государства погружен в детали, журналисты отмечают особо. Я уже выполнил свою задачу. Нам удалось задать вопрос про Тимировича. Это уже второй раз. Вообще, можно сказать, Тимирович произвел на нас и наших соотечественников глубокое и скоротительное впечатление, потому что это необыкновенный лидер государства. В завершении большой пресс-конференции Владимир Путин поздравил всех журналистов с наступающим Новым годом. За 3 часа 45 минут президент России ответил более чем на 60 вопросов, от глобальной безопасности до личной жизни. Итогом общения в таком формате станут обязательные поручения главы государства. Те, кому не удалось задать вопрос, расстроенные направляются к выходу. Старалась, чтобы вопрос был заметен, но не в этот раз. И все же надеются, возможно, удача улыбнется в следующем году. Марат Гугаев, Александр Левченко, Владислав Туаев для программы «В итоге». У нас сейчас короткая реклама. Смотрите еще в нашем выпуске. Советский Союз еще был единый, могучий. Много детей приезжало со всех уголков страны. Большое наследие для маленьких россиян в упадке. Детские лагеря переживают трудные времена. Старые ветшают, а новых не строят. Кто подумает о детях? На сегодняшний день подготовлено 2 заявки на регистрацию бренда «Осетинский сыр» и «Осетинское пиво». Сделано в Осетии. Почему осетинские пироги – достояние всей страны, а адыгейский сыр – собственность только Адыгеи? Как доказать, что наше кулинарное все можно делать только у нас? Праздник ближе. Во Владикавказе открыли главную елку республики и порепетировали, как будут веселиться в новогоднюю ночь. Это программа «В итоге». Мы продолжаем. Недавно мы снимали сюжет о санаториях, которые некогда находились в профсоюзной собственности, наследие, которое новая Россия сохранить не смогла по тем или иным причинам. Гремевшие на весь Советский Союз здравницы оказались заброшенными, разрушенными и не имеющими никаких перспектив. Пока снимали тот сюжет, подумали, а ведь та же история с детскими лагерями. Еще 30 лет назад в республике было 2 десятка только профсоюзных учреждений детского отдыха. А еще были ведомственные и прочие другие. Сегодня пересчитать по пальцам одной руки. Мы, собственно, и пересчитали. Съездили туда, где отдыхали в детстве сами, и куда теперь уже отправлять никого нельзя. Вспомнили задорное пионерское прошлое и посмотрели на, по большей части, унылое настоящее. И попытались выяснить, а через полгода, когда начнется новая летняя оздоровительная кампания, куда поедут наши дети? И есть ли вообще у государства четкая политика в этой сфере? Моя коллега Виктория Базгадзе искала, где бы детям отдохнуть. Вот в таких деревянных домиках мы жили, здесь играли в футбол, в различные игры, в походы ходили. Помню, песня была такая: «Вожатый нас ведет горною тропой и песенку поет веселый звеневой. Эх, рождены мы счастливы в Осетии родной». Тамерлан Тибилов все детство провел в летних пионерских лагерях. Говорит, те времена самые счастливые. Помнит почти каждый день. Игры, песни, ребят, с которыми дружит до сих пор. Тамерлан отдыхал почти во всех лагерях Северной Осетии. Повезло побывать и в прославленном Артеке. Потом стал педагогом. Прошел стажировку во Всероссийском центре «Океан» во Владивостоке. В общем, узнал пионерскую жизнь со всех сторон. 80-е годы, во-первых, Советский Союз еще был единый, могучий. Много детей приезжало со всех уголков страны, со Средней Азии, с Прибалтики. Очень дружно было. Очень нравилось всем детям, потому что новые знакомства, новые лица. В школе ты только с друзьями и со двора общаешься. Тренировки разве что. А здесь уже география расширялась, больше знакомств. Сейчас меньше стало их намного. Вот если вспомнить наш город Орджоникидзе тогда, то вот от водной станции наверх они прям друг за другом шли лагеря. Преподаю в детском доме
И вот у нас есть один мальчик, очень хороший такой, начитанный. Когда я им рассказываю про советский наш период детства, то он, засыпая, он говорит: вот бы оказаться в вашем детстве. Первые пионерские лагеря в России появились еще в начале 20-х годов прошлого столетия. Городские пионеры выезжали во время каникул вместе с вожатыми за город. Там они жили в скромных условиях, обычно в палатках. Большое внимание уделялось спорту и военно-патриотическому воспитанию. Ребята помогали по хозяйству местным жителям, работали в близлежащих колхозах и совхозах, собирали картошку, боронили землю. Пионерские костры, песни, марши под звуки горна и барабана. Без этого не обходился ни один пионеротряд. В 1991 году советский строй рухнул, а вместе с ним все, что казалось привычным и неизменным. Многие предприятия закрылись, а их ведомственные пионерлагеря лишились финансирования. Но некоторые смогли перейти на самофинансирование. Так началось зарождение коммерческой основы детского отдыха. Кроме того, часть лагерей выкупили туристические фирмы и превратили их в современные оздоровительные учреждения. Они сделали акцент на легком развлекательном отдыхе для детей или родителей с детьми. В нашей республике было десятки лагерей детских, оздоровительных, ну или в простонародье называвшихся пионерскими лагерями. И у нас также в республике часть была ведения профсоюзов, часть были ведомственной направленности. Нужно сегодня констатировать как бы де-факто, что на сегодняшний день в республике остались сугубо два специализированных детских оздоровительных лагеря. Это лагерь «Металлург» и недавно открывшийся лагерь на 30 койко-мест, это практически незначительно, это детский оздоровительный лагерь «Звездочка». Все остальные учреждения, они отнесены или к категории туристических, или к санаторным учреждениям. Переход детских лагерей в частные руки позволил их руководству самостоятельно решать, на что потратить деньги и как сделать лагерь более привлекательным. Администрация формирует контент лагеря, его педагогический коллектив расставляет приоритеты. Сегодняшние лагеря могут быть как сугубо оздоровительными, так и иметь определенную направленность – спортивную или творческую. Правда, выстраивать на этой базе успешный бизнес получается далеко не у всех. В кинозале все выглядит так же, как и в далекие 80-е годы, когда сюда приезжали сотрудники завода «Россельмаш» вместе со своими семьями на отдых. Старые зеленые кресла, завешенный проектор и вместо экрана обычная белая стена. Проблем у бывших профсоюзных лагерей много, хотя их отдельно и перечислять не надо. Все можно обобщить одним коротким. Нет денег. До 2010 года учреждения находились в ведении профсоюзов и были освобождены от налогов. Теперь же они вынуждены за все платить сами. Объективные требования, которые нам сегодня, скажем, вменяются в плане антитеррора, противопожарной безопасности, санитарных норм, оплаты труда, медицинского обслуживания, транспортные перевозки. Это все стали выполнять, скажем так, исполнители государственного заказа. И, безусловно, то, что целый ряд учреждений начинает выходить из этой оздоровительной кампании, потому что они становятся нерентабельными, эти государственные заказы, это самое печальное. Почти 10 лет назад в оздоровительной кампании от профсоюзов участвовали больше 7 баз. Сегодня 2. И проблема здесь не только каких-то частных случаев, как налогообложение. Проблема в политике государства, или скорее в ее отсутствии. В нашем государстве нет государственной политики в плане детского оздоровительного отдыха, досуга и занятости. То есть существуют различные нормативно-правовые акты, а вот все-таки государственной политики по развитию этого направления оно отсутствует. В этом направлении должны быть сделаны целый ряд превентивных шагов, в том числе с условием преференций, которые позволили бы в этом направлении проявить интерес. Может быть, чисто бизнес-интерес. Может быть, в другом случае, частно-государственное партнерство, может быть, а может быть, в другом случае, чисто государственная политика в этом отношении. Чтобы вопросы оздоровления, досуга, занятости детей, они стали приоритетными для государства. Но пока лагеря закрывают. 5 из 7 мест летнего оздоровительного отдыха для детей в Северной Осетии не прошли проверку МЧС на безопасность. В ведомстве отметили основные нарушения: неисправность пожарной системы оповещения, низкая огнестойкость помещений, не проведена огнезащитная обработка деревянных домиков. Проверку на безопасность прошли всего 3 детских лагеря – «Звездочка», «Металлург» и «Комы-Арт». Руководство лагерей Урздон, ФАДа, Россельмаш
машет зинага, оштрафована, а сами учреждения закрыты на весь сезон. При этом в самих лагерях уверены, жить еще можно. Изначально наше руководство никак не может понять, почему мы не можем работать в таких условиях. Я же говорю, там вот эти вот датчики, которые были установлены. То есть любой, не дай бог, кто-то включит, там спичку зажжет или еще что-то, тут же срабатывала, эта система тут же срабатывала. У нас все оборудовано, у нас специальный кабинет внизу, в кабинете директора есть отдельный кабинет, где стоит оборудование, что при первой же тревоги это поступает на пульт туда, оттуда это поступает в Равский район и далее в город. То есть все предусмотрено. Мы делаем все для того, чтобы в новом году, новым летом уже, в 2019 году детки приехали к нам. Каждый год лагеря проверяют несколько комиссий. В них входят представители Министерства труда и социального развития, МЧС, Уполномоченного по правам ребенка и Роспотребнадзора. Загородные оздоровительные учреждения должны перед началом своей работы провести текущие ремонтные работы. При необходимости должны проводиться ремонтные работы водопроводно-канализационных систем. Необходимо активизировать работу по профилактике природно-очаговых инфекций. Это заключить договора на корицидную и дезинфекционные мероприятия. Продукты питания и продовольственное сырье при поступлении в оздоровительное учреждение должны иметь соответствующую документацию, подтверждающую их качество и безопасность. Сотрудники оздоровительных учреждений должны иметь личные медицинские книжки установленного образца, а также необходимо обеспечить прохождение обследований сотрудников пищеблоков на норо- и ротавирусные инфекции. То при невыполнении данного предписания данное оздоровительное учреждение работать санэпидзаключение в следующем году не получит. В этом году на территории республики функционировали 162 учреждения детского отдыха. 150 из них – это пришкольные лагеря, 3 на базе социальных учреждений. И только 3 загородно-оздоровительных лагеря – Металлург, Звездочка, Турбаза, Ком и Арт. Еще 4 санаторно-оздоровительных учреждения – детские реабилитационные центры Томиск и Феникс, санаторий Томиск и Осетия. А в советское время только профсоюзных лагерей было больше 20. В 2018 году охвачено отдыхом, оздоровлением и занятостью свыше 32 тысяч детей. В 2017 году мы охватили свыше 44 тысяч детей. В 2016 году было оздоровлено порядка 55 тысяч. Изменились требования Роспотребнадзора, в которых они обозначили, что пребывание детей в загородных оздоровительных лагерях для значимого оздоровительного эффекта необходимо не менее 18 дней, санаторно-оздоровительный не менее 21 дня и санаторно-курортное лечение должно быть не менее 24 дней. В связи с этим увеличилась стоимость путевки. Также в связи с тем, что в 2018 году было увеличение стоимости дня пребывания. На детский отдых в этом году выделили 141 миллион рублей. Это только из бюджета Северной Осетии. До 2016 года республика получала деньги из федерального центра. Средства давать перестали. Работа вроде проводится, но общая тенденция такова. Лагеря ветшают, мест для загородного детского отдыха становится меньше. 80% так называемого оздоровления проводится в школах, где асфальт и городской трафик. И никакой пионерской романтики. Виктория Базгадзе, Карина Гигалаева, Хитак Плиев, Чермен Цураев, Константин Хитагуров, Александр Каджаев, Алан Суана, Владислав Туаев для программы «В итоге». Уже на следующей неделе республиканский парламент рассмотрит на сессии закон о бюджете республики. Как обычно, к концу года все просчитали, подбили и должны утвердить. О финансовых прогнозах на 2019 год говорили на встрече главы республики с главредами республиканских СМИ. В нашем эфире часовое интервью было вчера. Так вот, дефицит республиканского бюджета, по словам главы, в следующем году составит 57 миллионов рублей. Но есть основания полагать, что цифра эта может меняться в сторону сокращения.
Вячеслав Битаров рассказал, что, например, в этом году собственные доходы республики оказались в плюсе от запланированного на 300 миллионов рублей. Ну и на следующий год, по словам главы, есть где посмотреть и чем пополнить казну сверх плана. Да и в целом, отметил он, динамика в этом направлении положительная. То, что касается собственных поступлений, то, конечно, они увеличиваются из года в год. Я только что об этом сказал. Если в 2015 году бюджет республики получал собственных доходов 7,5 миллиарда, то сейчас это, по-моему, около 12 миллиардов рублей. Сейчас коротко о том, что еще было на этой неделе. Бесплатная медпомощь должна быть качественной. Этот тезис стал основным в обсуждении темы здравоохранения на заседании Совета при полпреде президента ВСКФО. Главы регионов, в их числе Вячеслав Битаров, и представители профильных ведомств встретились в Грозном. Говорили о том, что лечить людей должны хорошо и в хороших условиях. Это и есть одно из приоритетных направлений для органов власти в субъектах. Полпред Александр Матовников напомнил такую задачу в своих майских указах. Поставил Владимир Путин. В обсуждении приняла участие первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. Она отметила, что продолжительность жизни в субъектах СКФО выше, чем по России, а уровень смертности ниже. При этом отмечает высокую смертность ДТП, а также младенческую смертность. Отметим, что в Северной Осетии повысить качество медицинской помощи планируют в рамках нескольких федеральных проектов. Намерены отремонтировать свыше 40 объектов здравоохранения, оснастить оборудованием региональный сосудистый центр. Еще на совещании говорили об объектах незавершенного строительства. На Северном Кавказе таких около 30%. Суворовскому военному училищу исполнилось 75 лет. Дату отмечают такие же образовательные учреждения по всей стране. В 1943 году, 19 декабря, каждому училищу в России вручили боевое знамя. Тогда и начался учебный год. Сейчас в Северокавказском Суворовском военном училище 226 воспитанников. Это ребята с 5 по 11 класс. Поздравить их приехали ветераны Великой Отечественной войны и родители воспитанников. Теплые слова прозвучали и от председателя правительства республики Таймураза Тускаева. Он поблагодарил педагогов училища за воспитание защитников Родины и пожелал будущим офицерам успехов. И что самое главное, что показали эти годы, в стенах училища формируется сознание, мировоззрение, необходимое для воспитания именно настоящих патриотов, людей с государственным мышлением. Новый детский сад открыли в поселке Советском в Иравском районе. Его построили по федеральной целевой программе меньше, чем за год и по самым современным стандартам. Во дворе игровая площадка с резиновым покрытием, внутри двухэтажного здания просторные спальни, комнаты для досуга, столовая, ванные комнаты. Сейчас в садике 2 группы, наберут еще 4, в каждой по 20 человек. В районе надеются, новый детский сад решит проблему с очередностью. Новый объект осмотрел и глава республики Вячеслав Битаров. Мы открываем 4-й в этом году детский сад. И в следующем году еще сейчас строится. В середине года откроем еще 6 детских садов по всей республике. Строится помимо этого ясельные группы. Это пристройки к детским садам. Для того, чтобы детей уже с раннего возраста мы могли принимать также в детские сады. На этой неделе обсуждали такую любопытную новость. Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение Роспатента о том, что адыгейский сыр, это сыр, который можно производить только в Адыгее. То есть этот продукт могут изготавливать только из молока коров, пасущихся на лугах предгорья Большого Кавказа на территории Республики Адыгея и по уникальной технологии, известной одним адыгам. Новость, не сказать, что уж совсем новая, спор о правах на идею идет уже несколько лет, но вот республика в очередной раз отстояла свою культурно-гастрономическую собственность. Хотите производить адыгейский сыр? Приходите к нам и производите, без проблем. Но все, что делается под видом адыгейского сыра за пределами Адыгеи, простите за тавтологию, уже не адыгейский сыр.
У нас тоже есть свой бренд. И, кстати, чуть ранее в выпуске мой коллега рассказал про пироги на пресс-конференции главы государства. Так вот, он их, конечно, попробовал, поделился впечатлениями. Говорит, фычиным блюдом можно было назвать с натяжкой. Так, пирог с мясом похожей формы. А презентовали его гостям как остинский. Вот иди и думай, нужна ли нашей национальной кухне такая всероссийская и даже всемирная популярность. А все эти изыски, которые лежат на прилавках магазинов где-нибудь в Сыктывкаре или Владивостоке, вроде остинского пирога с рыбой, грибами или даже бананами и клубникой, тоже вызывают крайнее недоумение. Так вот, после появления в очередной раз новости об адыгейском сыре снова поднялось обсуждение. А нам почему бы не поступить точно так же? Мы спросили у производителей, как им идея. В сельхозкооперативе «Алания Продукт», который выпускает замороженные остинские пироги, считают, давно надо было. Коммерческий директор предприятия и сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Руслан Цагараев напомнил, в Госдуме уже рассматривают законопроект по защите территориальных брендов. Если пройдет, все наименования места происхождения товаров будут защищены законом. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, потому что оно позволит развивать бизнес именно в регионах, уменьшить подделку продуктов и улучшить его качество. Благодаря этому регионы могут наращивать производство традиционных местных продуктов, что благосклонно скажется на экономике этого региона и вообще на развитии производства. Производители подчеркивают, одним законом сыт, что называется, не будешь. Нужно создать условия, чтобы удовлетворить потребность в национальных продуктах и за пределами Осетии. Производят их сейчас много, но нужно больше. Я бы сказал, применительно, допустим, к нашему региону, у нас есть национальные наши продукты. Это остинский сыр, остинские пироги, остинское пиво. И сейчас идет устойчивый рост производства данных продуктов. Их не хватает даже в Осетии. Периодически часть остинского сыра к нам в республику завозится. Для того, чтобы мы стали, во-первых, самодостаточными, во-вторых, начали эти продукты еще и экспортировать, как в российские регионы, так и за рубеж, нам самим нужно в первую очередь очень хорошо подготовиться, как в плане производства, так и в плане сырьевой базы. За право сделать национальный продукт национальным же брендом еще придется побороться. Как рассказал нам уполномоченный по правам предпринимателей в республике Тимур Мендоев, этот процесс не быстрый и непростой. В июне месяце на Совете по предпринимательству главой республики было дано поручение Министерству сельского хозяйства республики оказать содействие в регистрации национальных брендов. На сегодняшний день подготовлено 2 заявки на регистрацию бренда «Осетинский сыр» и «Осетинское пиво». Они направляются в органы федеральной власти соответствующие для получения необходимого заключения, которое уже потом будет предоставляться в Роспатент. Если мы говорим об осетинских пирогах, то у нас есть сейчас пока не совсем удачный опыт. Министерство сельского хозяйства отказывается выдавать заключение о наименовании места происхождения товара. 2 заявки отклонены. Есть решение суда, которое признало действия Министерства сельского хозяйства Российской Федерации законными. Министерство сельского хозяйства РФ ссылается на то, что бренд «Осетинские пироги» вошли в общенациональное распространение, ничего общего не имеют с Осетией и являются общедоступным брендом. Мы с этим категорически не согласны. И почему такой вывод у Министерства сельского хозяйства? Мы общались с представителями. На сегодняшний день производителей осетинских пирогов по стране очень много. И поверьте, крупнейшие не в Осетии. Это и Калининград, и Москва, даже на Дальнем Востоке производят осетинские пироги. Что за собой повлечет регистрация национального бренда? Прежде всего то, что осетинским пирогом сможет называться только продукт, произведенный на территории Республики Северная Осетия-Алания. Это принципиально важно. Дело находится на контроле сейчас в Совете Федерации. Лоббистом этого процесса регистрации национальных брендов является Совет Федерации. Мы имеем протокол за подписью Матвиенко о том, что органы власти должны оказывать содействие местным товарам-производителям в этом вопросе. Но, к сожалению, ситуация пока такая, какой я ее описал.
Новый год в России будет годом театра. Об этом объявил президент страны, и в регионах уже отметили хорошую инициативу. Театр, вопреки всем ожиданиям, жив и популярен, а таланты, которыми дорожат храмы и мельпомены, по-прежнему вызывают неподдельный интерес и имеют ошеломительный успех. В нашей республике тоже явно есть что отметить и кем гордиться. И в самой Осетии, и за ее пределами. Накануне года театра мы встретились с молодой и очень яркой звездой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, человек, за творческой судьбой которого уже больше 1,5 десятка лет следят ценители классической музыки. Тот самый 7-летний дирижер, покоривший сердца зрителей и теперь уверенно держит профессиональную планку. Наше сегодняшнее интервью с Тимуром Зангиевым. Вы один из самых молодых дирижеров в мире. 24 года. В одном из интервью на вопрос о дирижировании вы ответили, что это профессия зрелости, но тут важен человеческий опыт. Он у вас есть, вам комфортно уже? Я помню, что я такое говорил, и я не отказываюсь от своих слов. Я еще когда я был маленький, из меня же делали дирижера с детства, Ростропович обратил внимание на то, что все, что я делаю, это, конечно, очень хорошо, но дирижирование — это профессия второй половины жизни. И многие маститые дирижеры придерживаются тоже этого мнения. Чем больше я занимаюсь этой профессией, тем больше я понимаю, что они абсолютно правы. В том возрасте, в котором вы сейчас находитесь, и с тем комплексом знаний и опыта, который у вас есть, дирижировать на уровне у вас ведь получается при этом? У меня дирижировать получается на моем уровне. Я его ни с каким не сопоставляю. Я порой, мне даже на словах сложно объяснить, чего я хочу, потому что я этого до конца не понимаю. Я просто вот чего-то хочу, и я этого делаю. Я это делаю. Скажите, ваш оркестр, как вы им управляете? Они беспрекословно вам подчиняются, видя вашу молодость? Там ведь люди в 2 и даже больше раза старше, более старше, чем вы. Вы знаете, и коллектив, с которым я здесь работаю, и другие какие-то оркестры или коллективы, это может быть хор, это могут быть солисты, неважно. Если я очень хорошо знаю, если я убедителен, то никто не спорит. Всем интересно. Они могут быть не согласны, но им это интересно. Как только я делаю что-то плохо, я сам в этот момент понимаю, что что-то я делаю не так. Я тут же натыкаюсь совершенно спокойно на какое-то сопротивление, я его понимаю. И очень часто неглупый выход из этой ситуации — довериться музыкантам. Я, в принципе, люблю способ взаимоотношения с музыкантами, когда мы общаемся. Я имею в виду, общаемся без слов, общаемся, вот кто как чувствует, мы это друг другу передаем. Я очень не люблю оказываться в положении, где надо диктовать. Я должен объединять людей. Я должен сделать так, чтобы 120 человек, участвующие в данную секунду в исполнении, объединились в одно целое, у всех свое видение. Но я их должен объединить уже в ту трактовку, в те эмоции, в ту конкретику, которую я слышу внутри себя, понимая при этом, с кем я общаюсь и кто как это может сделать, у кого что есть сказать. А скажите, почему дирижирование? Почему не скрипка, на которой вы учились играть, не фортепиано? Вы же понимаете, я этим начал заниматься в 7 лет, и, в принципе, я этим начал заниматься по стечению обстоятельств. И тогда все решили, что из меня можно делать дирижера. И делали. Это своего рода эксперимент был? Да. Дирижеров в возрасте 7 лет, в принципе, они вообще существуют? Ну, на тот момент, по-моему, совсем не было.
И это действительно начинали как эксперимент. Увидели, что это возможно из меня сделать, что какой-то комплекс моих качеств позволяет из меня это делать. Начали эксперимент. Я не могу сказать точно. Я помню, что мне, в принципе, с самого начала это понравилось. Я чувствовал себя там хорошо. Но когда я понял, что я хочу быть именно дирижером, осознанно, не так, что я хочу быть дирижером, как я... Когда меня спрашивали, кем ты хочешь быть, я хочу быть дирижером, потому что все говорили, что я должен быть дирижером. Я не знаю, когда именно эта грань перешла в я переступил грань осознанного ответа на этот вопрос. Не могу сказать точно. Я как-то просто понимал, что другого пути нету. Вот я буду этим заниматься, и все. С детства, если это пошло. И это стало привычным состоянием организма дирижировать. А не было такого болезненного перехода от состояния вундеркинда, одаренного ребенка, к взрослому состоянию, когда от человека уже, который не ребенок, начинают требовать, спрашивать по-взрослому? Спасибо в первую очередь маме, всей семье и педагогам, которые все делали для того, чтобы я себя не чувствовал вундеркиндом. Я не знаю, я просто занимался тем, чем я занимался, все. Вокруг этого был какой-то... Было много шума, да? Да, шум, интерес и какие-то громкие заявления по поводу вундеркиндов. Мама всегда это пыталась пресечь. Педагог мой всегда говорил, что ты не обольщайся, ты занимайся, потому что натянешь большие штаны, и уже никто не посмотрит, что ты там в маленьком возрасте что-то начал делать, с тебя будет спрос. Вы какие ставили себе цели? Я никогда не мечтал особенно. Более того, у меня даже... Не знаю, можно это говорить, но у меня нету какой-то конкретной цели. У меня как-то так в жизни все складывалось удачно. Все шло по порядку, и все шло абсолютно правильно. В нужный момент я встречал нужных людей, меня приглашали в нужное место, я оказывался там, где я должен быть сейчас. Сейчас этот путь продолжается. В какой-то момент я попал в театр, какое-то время был в театре. Потом, когда я здесь немножко окреп, я начал куда-то высовывать голову дальше. Сейчас потихонечку я обрастаю какими-то приглашениями. Больше и больше у меня планируется уже в следующем году намного больше симфонических концертов, в которых я сейчас чувствую некоторую нехватку. Я ее почувствовал, и потихонечку все пошло. Поэтому как-то так все хорошо складывается, без какого-то огромного ажиотажа, без каких-то резкостей. Все планомерно двигается. Поэтому я никогда почему-то не хотел чего-то большего, чем оно само правильно идет. Тем, скажите, как вы относитесь к критике? Я с большой жаждой отношусь к критике. Мне очень не хватает в последнее время критики от мамы или от бабушки, от моих наставников, музыкантов и людей, которые в меня очень много вложили. Но они уже... Такое впечатление, что они немножко уже успокоились, и им уже все нравится. А мне нужна критика. Мне хочется, чтобы меня критиковали. Другое дело, что почему-то иной раз критикуют не те, кто имеет вообще на это право. А вы сами к себе критично настроены? Я да. Я да, и до сих пор пока что ближайшие люди очень так, спокойны за меня, потому что они видят, что я почти никогда не доволен своим выступлением. А на это право. По характеру музыка какая ближе? Какие композиторы, может быть, те, которых вы играете с огромным удовольствием? Я
всегда, честно говоря, отвечаю на этот вопрос похоже, и почему-то мой вкус не меняется. Я очень люблю композиторов второй половины 19 века, начала 20-го, и люблю Моцарта. Скажите, а вот вы новаторством каким-то в музыке занимаетесь? Абсолютно. Почему? Зачем? Я, наоборот, очень люблю постараться ничего не делать лишнего. Ведь композитор написал музыку, которую почему-то все признали гениальной. Зачем мне в ней делать что-то новое, что-то не присущее этому произведению, пытаться откопать там, найти возможность этой музыкой показать что-то еще. Ведь эта музыка говорит сама за себя. И если мне всегда хотелось любую музыку, которую я исполняю, исполнить похоже на то, что написано в нотах, и сделать это искренне. Спасибо большое, Тимур, вам. Еще немного, и Новый год. Завтра начинается последняя предпраздничная неделя. Правда, она будет долгой, целых 6 рабочих дней, зато потом аж до 8 января долгожданные новогодние каникулы. В ожидании отдыха и новогодних чудес и жители Северной Осетии вчера в Владикавказе открыли елку. Народные гуляния, концерты, фейерверк. В городской администрации постарались сделать праздник теплым и сказочным. Получилось или нет, выясняла наш корреспондент Сабина Пелиева. С самого утра в центре города шумно и весело. Владикавказцы готовятся встречать Новый год. Праздничное настроение и малышам, и взрослым обеспечивают десятки развлекательных площадок. Прям с детства. Это праздник, это ожидание чего-то, какого-то чуда огромного, которого все ждут. Была очень приятно удивлена и очень благодарна нашей администрации, что вот так хорошо устроили детям. По проспекту уже в 3-й раз едет мандариновый трамвай. Добрая акция для неравнодушных людей. Купить главный новогодний фрукт можно за символическую цену. Все деньги пойдут на благотворительность. В парке умельцы учат делать оригами, рассказывают о национальных техниках. Мы сегодня делаем из фетра, сделали заготовки, вырезаем игрушки на Новый год, на елочку. Украшаем их так бисером. Они очень мягкие, такие приятные. И взяли с небольшим национальным элементом. Плетем такой шнур, алдамбут, в национальной технике. И им вышиваем уже наши игрушки. Рядом концерт для малышей и с их участием. И куда же без Деда Мороза? К нему, как обычно, очередь из желающих сфотографироваться. Работа велась за, можно сказать, пару месяцев до Нового года. Мы начали вести работу по подготовке. Хотелось сделать праздник хороший для людей, потому что открытие главной елки – это всегда большое событие для города и даже для республики, потому что люди приезжают и из других районов. Но самое интересное начинается традиционно ближе к вечеру. Эпицентр праздничных гуляний – площадь Свободы. Вот-вот зажгут елку, но перед этим праздничное представление. Открыть главную елку республики пришли сотни людей. Вот вы видите, площадь заполнена до отказа. Все веселятся, подпевают артистам. Кстати, все песни, которые звучат со сцены, о Новом годе и не семей, и никакой фонограммы. Все играют и поют вживую. В этом году Деда Мороза по сценарию украли. Искали долго. На поиски отправился известный актер Эльбер Дагаев. Пока искали, проводили кастинг на замещение так неожиданно оказавшейся вакантной должности Деда Мороза. Бороду любимого новогоднего символа примеряли известные в республике люди. Писатель Сослан Плиев, кикбоксер Тимур Айляров и даже чемпионка мира по армрестлингу Ирина Макеева. Не только примеряли, но и дарили подарки. Каждый пришел со своим дедморозовским мешком. Деда Мороза, конечно, нашли. И вот кульминация. Зажигают новогодние огни на главной елке республики. Елочка, гори! Молодцы! И в завершение праздника красочный фейерверк. Под аплодисменты, восторженные возгласы и доброе традиционное пожелание. С наступающим Новым годом!
Сабина Пейлиева, Хэтак Гапоев для программы «В итоге». Такой была информационная картина этой недели. А у нас в итоге все. Увидимся.